Североостинские ученые создали порошок, который позволяет использовать топливо по несколько раз, превращая продукты сгорания обратно в горючее. Речь идет о метаноле. Это вид спирта, который используется в качестве горючего для болидов Формулы-1. Катализатор разработан на основе нанопорошка. Технология получения держится в строжайшем секрете. Порошок можно использовать не только в автомобильной, но и химической и фармацевтической промышленности. Новинка может стать сенсацией в сфере экономики, позволив значительно сократить расход горючего. Министерство образования и науки Северной Осетии выделило грант на дальнейшее испытание разработанного сырья, частично профинансировав исследовательские работы. Центр также сотрудничает с научными лабораториями Японии, Германии и США. Однако для массового производства порошка необходимы многомиллионные вливания. Сейчас Центр физика и технологий наноструктур занимается поиском инвесторов. Метанол – это очень эффективное топливо. И результатом сгорания этого топлива является вода и углекислый газ. Так вот, этот катализатор позволяет делать обратный процесс, преобразовывать углекислый газ и воду в метанол. То есть мы получаем некий замкнутый цикл, который позволяет нам экономить топливо до 40-50%. Более 1000 организаций в республике выдают зарплату в конвертах. Такие данные сегодня озвучили на заседании правительственной комиссии по неформальной занятости. При этом специалисты отмечают, цифра не окончательная. Информация обо всех хозяйствующих структурах поступает практически ежедневно. Особое внимание направлено на торговые точки. Уже проверены рынки Глобус и Алан. Вопросы возникают по арендаторам из соседних регионов. В Северной Осетии они платят лишь за торговую точку, все остальные налоги по месту регистрации. Таким образом, муниципальные бюджеты недополучают ощутимые суммы. Предпринимателям будут предлагать вставать на учет в Северной Осетии. При этом члены комиссии подчеркивают, кошмарить бизнес никто не собирается. Все пока на добровольных началах. На сегодняшний день мы констатируем, что комиссии созданы во всех районах и городе. К сожалению, активной работы мы наблюдаем только в ряде районов. По той информации, которая у нас в комиссии есть, пока не приступила к работе комиссия городская и не приступила комиссия моздокская, к сожалению. Судьи Северной Осетии подвели итоги работы за год. Количество обращений существенно выросло. Так, в 2014 году зарегистрировано более 100 тысяч исков. Это на 23% больше, чем в 2013. Увеличилось также количество гражданских и административных дел. Прошедший год запомнился всем рядом громких уголовных дел в банковской сфере. Банкротами стали сразу 3 кредитные организации, причем процесс ликвидации БРР и Дикбанка сопровождался сотнями судебных исков. Руководитель БРР Сергей Доев уже осужден. Он отправится в тюрьму на 3,5 года. По Дикбанку же на нынешний момент рассмотрено около 1500 дел. Почти во всех случаях суд удовлетворил исковые требования вкладчиков. Таймураз Мамсуров, также присутствовавший на встрече, подчеркнул значимость растущего доверия к судебной системе и вручил награды во славу Осетии и звание заслуженного юриста Северной Осетии. Итоги года подвел и Североостинский госуниверситет. Ректор Валерий Сузанов отметил, что после проведения федерального мониторинга СОГУ закрепился в группе эффективных вузов. В прошлом году в университете завершился первый этап реализации программы стратегического развития. В ее рамках особое внимание уделялось развитию материально-технической базы. Научные лаборатории оснастили современным оборудованием. Повысилась научно-исследовательская, публикационная активность работников СОГУ. Вдвое увеличилось число грантов. В университете уделяют большое внимание и внеурочной деятельности учащихся. Активно развивается международная деятельность. Кроме того, в соответствии с поставленными задачами по развитию инфраструктуры, в 2014 году открыли реконструированное студенческое общежитие и спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин». Основная задача любого учреждения высшего образования – обеспечивать качественную подготовку специалистов. И вот все усилия университета направлены на то, чтобы эту задачу выполнить. Мы строим университет современный, мы в целом развиваемся. Я уверен, что будущее университета замечательное.
Во Владикавказе завершился 16-й детский музыкальный конкурс «Наши надежды». 89 юных музыкантов стали счастливыми лауреатами творческого состязания. Конкурсанты соревновались в 5 номинациях – струнные и народные инструменты, фортепиано, духовые инструменты и вокал. Конкурс посвящен 80-летию детской музыкальной школы номер 1. В течение года пройдет целый ряд концертов, где юные дарования смогут продемонстрировать свое мастерство. Мы даем возможность детям продемонстрировать свои достижения, поучаствовать в конкурсе. Они имеют возможность выступить, пообщаться. Педагоги методическую пользу получают однозначно. То есть взаимодействие педагогов всей республики, городских школ, это взаимообогащает очень. И стимулирует детей для дальнейших занятий. В Союзе художников прошла предаукционная выставка молодых талантов. На вернисаже представлены работы студентов, которые уже сейчас определяют тренды в североостинском искусстве. Картины насыщены эмоциональными красками, а техника выполнения, как и мотивы, оригинальна. Подобная выставка – своеобразный старт для молодого творца и возможность заявить о себе. Инициатор выставки – глава городской думы Владикавказа Махарбек Хадарцев. Задача экспозиции – поддержать молодых художников и представить их творчество широкой публике. Выставка продлится до 8 марта, а уже 12-го все экспонаты будут выставлены на торги в администрации Владикавказа. Люблю рисовать с детства. Начала рисовать лет с 9. Люблю искать что-то новое, что-то интересное. Смотрю разных художников, но все-таки люблю работать в своем стиле. И у людей разные эмоции по поводу моих работ, по поводу моих картин. Люди ищут что-то свое. Они высказывают свою точку зрения, они находят что-то новое в моих картинах, нежели вижу их я. 23 февраля на фестивале единоборств «За Россию» 19-летний Сослан Тидеев завоевал титул чемпиона мира среди молодежи по версии IBF. В финале он одолел спортсмена из Филиппин Алана Танада. На пресс-конференции новоиспеченный чемпион ответил на вопросы журналистов. Для нашего спортсмена это 7-я победа подряд. 5 боев он завершил нокаутом. Успешное выступление повлекло и вопросы о следующих противниках. По словам спортсмена, сейчас он активно готовится к рейтинговому бою, который состоится через месяц. Имя соперника и место проведения схватки пока неизвестно. Экзамен пройден замечательно, и на сегодняшний день уже и уверенность у всего коллектива, наверное, появилась гораздо ее больше. Победа нам нужна была, и, конечно, будем очень надеяться, что это была самой важной отправной точкой его долгой, интересной, спортивной, профессиональной карьеры боксера. Будут нас радовать, мы будем болеть, чем можем помогать. Так что с победой всю нашу республику. В спортивно-оздоровительном комплексе имени Илкана Тидеева завершилось первенство республики по вольной борьбе среди юношей. В течение 2 дней сильнейшие атлеты сражались за путевку на первенство СКФО, чтобы уже там побороться за право участвовать во всероссийских соревнованиях. По результатам спортивных баталий выявлены сильнейшие в 11 весовых категориях. 3 медали высшего достоинства завоевали спортсмены из Алагирского района, по 2 золотые медали в копилке детско-юношеской спортшколы, школ Андиева и Ардона. Также обладателями путевок на первенство СКФО стали воспитанники пригородного района и школы имени Юрия Гусова. На сегодняшний день те правила, которые существуют вот сейчас, мы же сами видим, насколько зрелищные схватки сейчас. Счет на табло, да сколько он, отражается. И я думаю, динамика схватки, схваток, она повысилась намного. Ну и видно по реакции зрителей, что схватки идут намного динамичнее и интереснее.